Судьи Конституционного суда запрос Юнусбека Евкурова рассматривали в присутствии рекордного количества зрителей. Правда, в зале места нашлись преимущественно для представителей чеченской диаспоры, а представителям Ингушетии в основном пришлось смотреть видеотрансляцию на YouTube. Многие попросту не смогли пройти даже в здание суда. Мы зарегистрировались на сайте Конституционного суда еще 22-го, когда только открыта была регистрация. И более того, сотрудник ФСО, когда вышел к собравшимся к очереди в 9:00 сегодня, начал озвучивать фамилии приглашенных. Он назвал первым, меня назвал. Я подошел, предъявил паспорт, меня сказали, постойте здесь рядом, и так и не пустили. Я несколько раз говорил, спрашивал, что происходит, почему меня не пускают, но в ответ не было ничего внятного абсолютно. И таким образом меня просто-напросто преднамеренно не пустили в зал суда. Не пропустили исключительно тех, кто пришел поддержать ингушский народ. Всех тех, кто был с официальной властью, их провели отдельно. Большая крупная делегация отделилась от этой очереди, и несколько десятков человек завели с центрального входа абсолютно без всяких пропусков, без ничего. То есть именно в том составе, который нужен был именно официальным властям Республики Ингушетия. Это было и с чеченской делегацией, и с делегацией, которая представляла республиканскую власть, и общественников, которые, так называемые прикормленные общественники, карманные. Вы знаете, вот издалека человек приехал, его одного запустили. Не, его одного сейчас запустите, мы понимаю. Все это просим у вас. Если первое место как освободится, я вас сейчас нет места. Я в 6 часов утра здесь уже был на месте, чтобы занять очередь. Считаю, что да, будет ажиотаж. Мне сообщили, что будет ажиотаж, будет много народа. С 6 утра я сегодня здесь. По спискам заявлен, зарегистрирован, но все равно не попал. Считаю, что таких, как я, у нас сегодня здесь порядка сотни человек, наверное, набралось. Считаю, что если у нас самая законодательная верхушка не может разрулить вот такие вещи, чтобы организовать достаточно места, чтобы вот при таком решении могли люди, которые зарегистрированы у них же на сайте, участвовать, то в этой стране очень сложно нам будет в дальнейшем правовую какую-то базу решать, что-то делать связано с юридической обоснованием. Я считаю, что сегодня Конституционный суд отнесся не очень хорошо в плане организации. Очень много людей осталось стоять, мерзнуть, до сих пор стояли. Сейчас время уже обед, но тем не менее люди стоят, продолжают стоять. Потому что ждут каждый своих, люди выйдут, у всех есть представители, мы ждем своих представителей. Мы сегодня выступаем против передачи земли, мы выступаем против этого соглашения. Потому что соглашение все-таки было бы правильно принятым, если это было бы согласовано с народом. Мы считаем, добиваться будем соглашения с народом, чтобы было на основе соглашения с народом. На улице за ингушами наблюдали бойцы ОМОНа и Росгвардии. Те представители республики, которые попали в зал суда и получили слово, сначала судьям, а потом и журналистам повторили, что согласны с новой границей. То соглашение, которое было между нашим главой Республики Ингушетия и главой Чечни, именно по этой границе она определена очень справедливо. Я разговаривал с людьми. Они говорят, никакого выступления у нас нет. Те люди, которые живут близ границы и которые должны были больше всех беспокоиться, они говорят, нет, все хорошо. Но в Ингушетии спикеров от своего региона не поддержали. Против новой границы сегодня там выступили тысячи людей. Подобные митинги в республике проводят уже несколько месяцев. Во время акций часто пропадает мобильная связь, а протесты в основном освещают только международные медиа и авторы телеграм-каналов. По их информации, Ингушетия может потерять от 7 до 10% территории. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов назвал это неправдой. Там слышатся такие цифры. 34 тысячи гектаров, 10% территории Республики Ингушетия. Я официально заявляю, как представитель народа республики, как избранник своего народа. Это неправда. Сегодня в Конституционном суде успели выслушать все стороны. По словам адвоката Всемирного конгресса ингушского народа Андрея Сабинина, юридический процесс выглядит так, как будто он подготовлен не заявителем, то есть Юнусбеком Евкуровым, а Российской Федерацией. Те доводы, которые изложили адвокаты Евкурова, они гораздо более бедные, гораздо более, даже не побоюсь этого слова, несостоятельные, нежели та позиция, которая высказана представителем президента и представителем Совета Федерации. Наиболее объективным способом решения территориального спора адвокат Рамиль Ахмедгалиев назвал референдум.
Если вы так уверены в своей позиции, что это воля народа, и вы действуете в интересах большинства народа, проведите этот референдум и всем покажите, что это так. У меня как раз ощущение было такое, что все боятся этого референдума и ищут попытку, вернее, это попытка легитимировать, не проводить этот референдум. Заверено, нотариус. Пройдемте, пожалуйста, с нами. Она что-то нарушает? Пройдемте, я вас прошу. Переходим на проезжую часть. Заставляйте, вам в отделении все объяснят. Так он может составить на месте. А где видеосъемка, что она нарушила? Все составить. Решение Конституционного суда, скорее всего, станет известно уже до конца года.